Даже жалкая букашка наслаждалась летом, веселясь летала пташкой, радовалась свету. Ты же радости не знала, благо тоже мало. Возле очага в печали век свой доживала. Помело до кочергуты, знала в мире этом, глупенькая, почему-то не тянулась к свету. Волос долог, ум короток, о бабе все это, ей бы быть забитой, кроткой, дела нет до света. Приберется пускай в доме, за овцой коровой сможет присмотреть, что кроме нужно ей покорной. Так в заботах незаметно иссякали силы, но подвоз приходом смерти тебя относили. Только ветер над тобою забывал уныло, сокрушаясь над судьбою твоей тщетной, ныл он. Такова была на медни долюшка чувашки, чтобы слез горючих этих впредь не знать бедняжке. И чувашки уже отныне гордость душу полнит, полюбив поля родные, человек я, молвит. И твои, чувашка, стоны пусть навеки сгинут, лучшей доли ты достойна, не должна гнуть спину. Женщины, и вы, родные, полноправный, вольный, возле очага отныне мучиться довольно. Хватит прозябать в неволе, стыдно жить рабами. За счастливую за долю встаньте вместе сами. Не ленитесь, воспитайте и своих детей вы. Любовь к родине им дайте, за их ум радейте. Пусть за свой язык чувашский заступятся дети, чтобы чужаков гнет тяжкий не познать уж впредь им. Хватит быть забитым бытом, на след выходите. Быть людьми вам, а не быдлом, коли вы хотите. Тогда вы... Диктофон сюда. Дорогие представители чувашского этноса, у каждого народа есть пассионарные силы. Вчера об этом говорили мы на секции. И вот эти силы в свое время, в виде всплеска, спускаясь на землю, проникают в людей. И люди тогда приобретают пространство космических размеров. Вот такими людьми в чувашском этносе были многие. Но сегодня речь идет о Михаиле Сеспеле. Это начало 20 века. А сегодня мы с вами пребываем в начале 21 века. Та пассионарная сила, которая коснулась Михаила Сеспеля, отзвуком возрождается в авторе, чья книга сегодня презентируется, Виталии Григорьевиче Родионове. Когда он нас, членов кафедры, вот здесь присутствуют члены нашей кафедры, Ирина Юрьевна, Галина Геннадьевна, Оля Геннадьевна, Виталий Григорьевич постоянно говорит, со слезами почти на глазах: вы, он говорит, вы делаете все, ставит знак вопроса, для того, чтобы сохранился чувашский этнос. Умеют ли ваши дети говорить на чувашском языке? Знают ли они наизусть тексты чувашских поэтов и писателей? Мыслят ли они так, как мыслит чувашский этнос? Он делает большую паузу и говорит о том, как надо жить, быть. И вот в той книге, которая сегодня есть, я прочитала, Виталий Григорьевич, спасибо вам, он мне подарил эту книгу. В тот же день, я ведь всю ночь не спала, я прочитала с начала до конца. И между строк, в словах, чувствуется такая энергетика, вот такая же
эстетика, как в поэзии Михаила Сеспеля. Виталий Григорьевич, спасибо судьбе, что с вами вот работаю. Спасибо за то, что вы были моими руководителями кандидатской и докторской. И спасибо и низкий поклон за то, таких людей мало, понимаете? Вот за то, что дух своего этноса вы сохраняете и оставляете на самом деле на тысячелетие через эту уникальную книгу. Турибушта, Хивели Анман Загайда, Шерева и Бадр Сире. Программа Сылысына документке бір бұд. Чаваш сымақ не өдіған сен, Чавашта қай өдіған сен, шешінші не өдіған сен. Мұнда кенежін, тау, ұштарыны жында. Нумай калашын мар. Анатолий Симонин поэт хыщен бұнда майепен, нумай калашыны вырынзыр бұлезір бұқадыр. Мен калашын пайке, кенеге берге, шақ кенегіне жираган берге, пұрдер өнерден бе идет бір, хақлаған сен бұлжеш, пайанды хақларыш. Шынақта, қынямай кенеге, вырынна кенеге, езер ол кенегелермен жернене, кенеге пуклаш киебе шешма, оның содержание бе, палашма бұдараттыр, изе, курза, улаза. Еп калашын шағын берге. Вот хош хохотра, нәнлямай бавыл пижетлензе дұқыры, пижетлен дұқыры. Ол пұрдеға кенеге жираттыр, ол суямар. Ширма дұржаппыр. Анжақта Виталий Григорьевич кенегене кеске хохотра, шағын жүклі, ширма бұлғаны, ол тәрмеле паттырлық. Чиста гізер, чынаттай, ол шужу ғушынже, шақ пайги ерге конференции умен, шақ кенегене каларастезе үрмеканме тұрышса, шаржи ұрмазы, ебіна біледі. Шақ кенегене кылайшы, тежеплей. Чынақта, қойды қалат, пар күлянат, енер күлянат, типография нажден ғандет, анжақта ол егіна шамар, ол шақ пежеплей, улаған бәт не жетіне. Улған бәтті жетіне. Шауынға үлгімінде жүрсем жеш құрмадар шумала мар бөле, хақламадар шумала. Хаге суңлы да, арқадарлы. Бұна хам ұжағыланы майын, шақнашқал дені хақланда бұлттым. Шеш білмешен кіске энциклопедии дезе. Он жинжен жеріне энциклопедии дезе. Мәжін дезесін ку кенеге, ол кенеге чіп-чеп мар. Окунда очерктар кунда. Түрлі жанрлы мемуар зерінде, азайлы зерінде, шилу зерінде мен гына шук күлінде. Аплабузасын еберна қабит қалашы. Кенеге темеде бұлайды. Мұжын бұданымасты, қоянымасып қаланы жоқ. Қаламада бұлайды. Кенеге. Кенеге оберім ғой бірді. Бұл кенеге темеде бұлайды. Шынақта, нумаз Кишкерниче бұнда, нумай қалама шуғышланычы, анжақта бұнда қаласты кезін дадақта бұл программаны палақындыры. Шағынға ман шақнаш қалсы бір ұжымадайза, тебір от кенеге бірге қалашы, шақ кенегере, ұлас кенегере Виталий Григорьевич, езілер, қайдалесе жанат бұр, сен зәбішіне ұнашқа кенегені текшілақта шираймеден, езіргалар бұғы жыл бұлны дері, шиғыражи кирлі дері, бешемішіне балар марыр. Ялар бейжия балар. Ну, құрат неде қыбыр кішереңіларза, шәкінегені бежектер бәзір. Ақшақлы бешемі жыл. Шауынға тен теприне қыбыр кішереңі құрат пармазы глаза барыш, шауын жоқ не, тұрзен үйір парас кейт. Хыжарда құшма байра, шеш білмешші жинжен, шеш білмешшін, Мінле материализм ұшта ұпранаған құшмабайне тұзанлайшы. Мінле архисинже, тада мінле материализм ұшта ұпранашы. Күн жүді бұзанлайшы. Тарда зире, күшта зире, қаймамыш зире. Хроники келеуда, отборность хроники, алды қырғысында тұқса кенегері алды чүріші бұмалар. Бұда
Через пару максим, я думаю, я бы сделал цветочно, но аджах какой-то калабы же глаши сагаты, я бы сделал как мэр, туллы хроника, кило, да, куда дороже, если припишем май, июнь, и кинде кашу, кунде, всегда туда к мадаршам, янчен делал, палу туда, документ центр, пиди кило, если припишем, кашу кунде, бельбеле, глашку кунде, бельбеле. Можно одну слово? Идея, тема очень вдохновляет нас, поэтому вот, преподаватель русского языка, заслуженное образование, Татьяна Юрьевна. Мне очень приятно, что сегодня на эту конференцию пригласили и нас, учителей. Я, наверное, была одной из первых читательниц этой замечательной книги и с большим удовольствием приняла участие в этой конференции. Спасибо и институту, который организовал такую хорошую конференцию. Очень приятно было сегодня участвовать в этой конференции, потому что действительно были очень интересные выступления. И даже если некоторые выступления я не поняла в силу того, что не в совершенстве владею чувашским языком, все равно было очень здорово. И когда я готовилась к этой конференции, а тема моя была изучение творчества Сеспеля как национально-региональный компонент при изучении русской литературы, и когда я начала собирать литературу для своего выступления, первой как раз в руки мне попалась вот книга, которая только-только сейчас вышла. И я так же, как Галина Алексеевна, с большим удовольствием всю ночь ее читала книгу, действительно. Книга заряжает вот этой вот энергетикой. И действительно, очень много интересного я узнала о Сеспеле. Можно сказать, что благодаря этой конференции и этой книге Сеспель сейчас войдет действительно вот в мою программу работы. И я для себя поняла, что у Сеспеля на любую тему, которую мы изучаем вот, по русской литературе, есть какое-то стихотворение, есть какое-то произведение. И так много легенд очень интересных описано в вашей книге. И, конечно же, с большим удовольствием все учителя это читают. Она им поможет в работе. Ну и, конечно же, хотелось сказать, что вся жизнь, в общем-то, наша прожита бок о бок рядом, потому что с Виталием Григорьевичем мы с самых ранних лет вместе были знакомы. Мы прошли, наверное, самые трудные жизненные испытания, потому что мы жили в одном общежитии, рядом в соседних комнатах. Она кормила мою дочь Петербург. Да, а вот заботился о моем сыне Сергее, да, когда уходили кто-то куда-то, мы нянчили детей друг друга. И самое интересное, вот испытания общежития мы выдержали достойно. Все, с кем жили мы в общежитии, и с Ендеровыми жили в общежитии в одном, и до сих пор мы с ними дружим все вместе. Это значит, что неплохие мы были люди. Сам себя не похвалишь, кто похвалит, да? И, конечно, очень приятно, что вот такой вот рост у человека. Я знала вас еще аспирантом, а сейчас уже доктор филологических наук. Это здорово. Все, кто жил в нашем общежитии, все каких-то своих высот достигли. Очень приятно. Я вас поздравляю с этой замечательной книгой. И пусть эта книга будет настольной не только для ученых, исследователей, но и для нас, учителей. Спасибо большое. Спасибо вам. Такая энергетика обязательно должна передаться. А можно отсюда? Записываю. Я от всей души хочу поздравить Виталия Григорьевича с выходом вот этой книги, а всю научно-педагогическую общественность Чувашии с тем подарком, который Виталий Григорьевич сделал для всех, для вас. Ну и я хочу сказать, что этот подарок не только для вас, для чувашской общественности, но и для нас, вообще для тех, кто составляет, скажем так, регион Поволжья, в том числе и Республику Мариэл, потому что мы часть общей культуры, поэтому выход любой книги, посвященной чувашскому писателю, это всегда очень большое событие и очень большой подарок для всех. Книга эта уникальная в том плане, что она отличается заметно по своему жанру. Она не только научная, серьезная, глубокое научное исследование, но это еще и жизненная биография писателя, творческая биография писателя. Это еще и отчасти художественное произведение, потому что очень интересные, любопытные места есть, вот написано именно языком уже писателя. То есть Виталий Григорьевич, он чувствуется одновременно, он и ученый, большой-большой ученый, и в то же время он еще и художник в душе, и в слове, и в образе, и в той картине, которую он представляет.